3, 2, 1. Поехали. Наша Муся. Красотуся. Я снимаю свой блог про животных, про свою любимицу кошечку Мусю. Она не боится камер, просто кайфует, когда ее снимаешь. Загружается. 15 секунд, подождите. Привет, с вами Милана Буркина. И сегодня я вам расскажу о своей личной жизни. Я решила делать свой блог, потому что хочу стать популярной. Хочу много зарабатывать, и чтобы меня все вокруг узнавали. Первое место в номинации «Художественное чтение». Милана Буркина, город Стерлитамак. Молодец, мы поздравляем тебя! У меня цель сначала, самая первая, это научиться, конечно же, ходить. Лениться нельзя, потому что если ты будешь лениться, ты, во-первых, никогда не добьешься своей цели. Если ты скажешь, ой, через неделю, ой, через месяц, ой, через год, то ты так никогда и не добьешься того, что ты хочешь. Милана родилась недоношенной на 30-й неделе. И вот поэтому у нас немножко нам поставили ДЦП. Ну, первое время, конечно, нам было тяжело. То есть родился недоношенный ребенок, да, она родилась кило 550 всего, выписались мы кило 700, тут вообще кулечек вообще маленький-маленький, нам там до года говорили, ой, прям если выживет, это вообще будет чудо. Мы даже не думали о физическом развитии первый год. Мы вообще думали, лишь бы ребенок выжил, потому что иногда забывали дышать. Мы прошли и через стыд, и через страх, и через высокомерие. Я не знаю, мы через все прошли. А сейчас мы просто с этим живем. Боль нужно терпеть, потому что если ты скажешь, ой, это больно, я не буду это делать, то ты в итоге останешься вот таким кривым и не будешь идти к своей цели. А надо стараться. Ты просто придерживай. Милан, встань ровно. Встань ровно. Давай, выпрями ноги. Выпрями ножки. 2-3 шага. Ты сама идешь. Ну, потом, конечно, мы начали понимать, что мы отличаемся. Я видела, что мог старший сын в годик, а что может Милана. Это очень существенно, разница большая. Не бойся, ноги выпрямляй. Вот молодец. Мне приседать и ходить очень легко. Если у меня не получилось, то я под 500 раз уже, но я это сделаю. Помимо того, что мы еще занимаемся ЛФК, мы уже сделали 3 операции по методике Ульзибата. Благодаря этому у Миланы стала лучше моторика рук, исчезла спастика, Милана встала на пяточки, то есть если вот у них вот у ДЦПшек есть такое, что они стоят на носочках, она стала на пяточки, у нас прошел перекрест, и мы сейчас уже можем довольно-таки уверенно пойти за ручку. Возле лесенки багажник должны быть. Да? Вставай. Садись. Садись. Вставай. Ногу сюда ставь. Вот сюда ставь. Давай. Теперь эту ставь. Давай, 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 давай. Обратно. Выше. Выше, 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 выше. Конечно, есть прогресс. Она была, абсолютно. А сейчас она может сесть, да, она может сидеть, она она сама кушает, она сама пишет. Да, корявенько, может, не очень еще аккуратно, но по сравнению даже с 1 классом сейчас Милана намного лучше пишет. То есть прогресс есть. 4. Молодец, красиво у тебя цифры получаются. Да, конечно. Поставь Разделили это на столик. на столике по 4 стакана с чаем на каждый столик. Мы думали пойти учиться в общеобразовательную школу. Интеллект у нее сохранен.
Вот. Она может, она тянет программу, она идет по программе общеобразовательной школы, но с проблемой с ножками, и нам было бы тяжеловато, очень бы тяжеловато было бы ходить в общеобразовательную школу. То есть это надо было мне там быть с ней. И вот мы услышали такое, что существует такой центр, республиканский дистанционный центр обучения именно вот таких деток, у которых сохранен интеллект, но какие-то проблемы физические. Не знаю, мне очень нравится. Иногда, знаете, стою под дверью и слушаю. Так интересно проходит урок. Добрый день, Nelly Константиновна. Здравствуй, Милана. Как настроение? У меня очень хорошее настроение. Отлично. Какой у нас сейчас урок, Милана? Окружающий мир, конечно. Конечно, хорошо. На прошлом уроке мы с тобой говорили о разнообразии веществ. Да, у нас есть такой чат, называется Мурат, Милана и Паша с моими одноклассниками. Мы туда по возможности выходим на связь и разговариваем там. Дружить нужно, чтобы ты не был в одиночестве, чтобы тебе не было скучно. У меня очень хорошие оценки. В дневнике у меня почти все пятерки, только немножечко четверки. А мое любимое занятие – это ИЗО, потому что там есть свободные темы, и ты можешь посвятить эту тему своему вдохновению. У нее гениальная память. Раньше, когда она не умела читать, я ей просто на слух раза два повторяю, и она у меня на ходу это ловит. Понимаете? И она так это рассказывает интересно, что да, самим хочется это слушать, а уж когда на публику, это же еще интереснее, она же еще больше старается. Я сама учу всякие стихотворения, например, на 8 марта, на 1 сентября. Всякие интересные там сказки всякие. Они красивые. Особенно, как я уже говорила, про Башкирию. В древности среди зауральских башкир жил один могучий батыр. Был у него конь, сивый тупар. Не было равно этому батыру по силе, храбрости и уму. Затем я участвую в конкурсах. Мне просто нравится, когда я готовилась к самому первому туру этого конкурса, у меня немножко были мурашки по коже. Что я думаю, что вот такая длинная легенда, я ее не выучу. Я просто забуду какое-то слово и все. И просто пиши пропало. И нам посоветовали, давайте попробуем созвездие талантов. Ну, я сначала посмотрела видео, я думаю, ой, мы, наверное, не сможем. Все-таки большой зал, да, такие судьи, да, такие артисты будут все-таки оценивать. Ну, потом посоветовавшись, а почему бы нет? Мы же не хуже других. И тем более ей это удается. Она так может рассказать стих, она может рассказать легенду. Ей вообще это просто. То есть особого труда это не доставило. Джигит поднял свое войско и победил врага. Джигита прозвали батыром страны, а напев, услышанный им от журавлей, с тех пор так и называется журавлиная песня. Будем сейчас с тобой приседать. Оп. Давай. Нет. Давай. Все как обычно, перехватываемся. Раз. Я тебя держу, не бойся. Тихонечко. Вот. Молодец. 2. Ой. 3. 4. Милана очень активный человек. Мы с ней постоянно ходим на улице, гуляем. Она помогает нам по дому. Да, Милан?
Вот. Этот ребенок чувствует себя совершенно полноценно, совершенно. Она фантазирует, мечтает. В прошлом году даже она, когда мы спрашивали: Милана, какая у тебя мечта? Она говорит: я хочу стать балериной. Это о многом говорит, да? Балерину я увидела в первый раз в мультике. Там была одна девочка, которая тоже хотела научиться танцевать так же, как и я. И она тоже старалась и наконец-то ей стала. Я сама танцую, несмотря на то, что я пока не могу ходить, но я танцую. Вот. И постепенно иду к своей мечте. Я ей стараюсь объяснить, что у кого-то проблемы с головой, у кого-то с ножками проблемы. Ну вот надо это преодолеть, надо это переступить, и все будет хорошо. Мы не знаем слова «нельзя», «не хочу», мы не любим это слово. Вот. Поэтому я говорю, ну, через «не хочу», но надо все делать. Будем дискотеку ставить? Будем. А ты мне говоришь, что это честно будет на мне? Конечно тебе. А ты что думал? 3, 2, 1. Ты можешь трогать. С Миланой в дальнейшем я планирую работать над мотивационной сферой и больше внушать ей уверенность в себе, что она всего сможет достичь сама, что она крутая малышка и у нее все получится. Я тебе дам подсказку. Они в море. Камни, что ли? Камни, а еще? Медузы? Что это такое? Ракушки. Ракушки! У-у-у! Ну ты прям победительница! Мы участвуем везде. Я стараюсь, чтобы ребенок у меня выходил в люди, чтобы он видел вокруг себя, да, чтобы не было у нее закрепощенности, чтобы она не стеснялась себя, чтобы вот, да, я такая, какая я есть, я такая. Нельзя останавливаться на полпути, потому что если ты не будешь заниматься и развивать свои ножки, то ты не будешь ходить, гулять с друзьями, а только будешь все время гулять на коляске. И ты почти ничего сам сделать не сможешь. То есть надо стараться, чтобы научиться ходить. Давай, я тебя держу, не бойся. Молодец.